Однажды в старину, сильно заскучав от нечего делать, хан Алзой приказал кликнуть клич среди своих подданных. Кто придумает такую небылицу, чтобы я поверил, тому я дам полную чашу золота. Как только прошел слух, ханский пекарь зашел к хану и говорит: «Хан, отец, у моего отца есть длинный шест. Этим шестом он мешает звезды на небе, так же, как месит тесто в квашне». «Ничего удивительного», – прищурился хан. «Вот мой хан-отец, сидя у себя во дворе, прикуривал трубку от солнца. Такой длинный чубук был у трубки. Можешь уходить». Пришел к хану придворный портной и говорит: «Хан-отец, послушай, вчера так загремел гром, что шов неба расползся. Я задержался до наступления темноты, все зашивал шов и ставил заплаты». Хан усмехнулся: «Твой шов – полезное дело, но ты плохо зашил небо, утром моросил дождь, можешь проваливать». Услышал о ханском кличе бедняк Тархас. Приехал он в ханский дворец на телеге, гремя пустой бочкой. Хан подошел к окну, удивился: «Эй, Тархас, какую бочку ты приволок сюда? Почему она пустая?» «Приехал за долгом», — говорит Тархас. «Кто же тебе должен?» «Ты должен, хан». «Я первый раз слышу. Какой долг? Я не знаю, что я тебе должен». Еще больше удивился хан. «Ты же ведь брал у меня в долг вот эту бочку золота. Разве ты забыл об этом?» Хан рассердился. «Выдумка это. Если ты не веришь, то по уговору отдай мне полную чашу золота». «Ах да», – спохватился хан. «Нет, ты говоришь правду. А если я говорю правду, то верни мне бочку моего золота». Рассвирепел, разозлился хан Алзой на бедняка Тархаса. Да делать нечего. Отдал ему полную чашу золота.